Всем прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё. Сёння мы размаўляем на тэму спорта і шкодных звычак. У 2020 годзе бюджэт Беларусі атрымаў ад акцызаў на алкаголь і цыгарэты больш за 1 мільярд долараў. То бок дзяржава добра зарабіла на тым, што беларусы любяць піць і паліць. І ў прынцыпе гэта зразумела. Шмат хто думае адмовіцца ад алкаголю. Я думаю, што такія думкі былі ледзь не ў кожнага чалавека, які паліць ці п'е, ці выпівае. Але зрабіць гэта не так-то проста. Можа быць, вся гэтая палітычная сітуацыя, увесь гэты палітычны крызіс, у якім Беларусь знаходзіцца апошнім часам, можа быць, прага да перамен стымулюе і дапаможа людзям гэта зрабіць. Беларускі фонд спартовай салідарнасці запусціў сёння 31 сакавіка кампанію «Зборная ЗОЖ». Што трэба зрабіць, каб паўдзельнічаць у праекце, як будуць спартоўцы беларускія, вядомыя, дапамагаць людзям пазбавіцца ад шкодных звычак, мы абмяркуем сёння з трэнерам гандбольнага клуба «Віцязь», майстром спорта Канстанцінам Яковлевым. Прывітанне, Канстанцін. Вітаю. І таксама стралком Святланай Шчарбацевіч. Прывітанне, Святлана. Добрый день. Па-першае, хацеў бы я пачуць вашыя асабістыя гісторыі стасункаў з алкаголем і цыгарэтамі. Давайте прапусцім Святлану наперад, хаця ў нас часы цяпер ужо гендернай роўнасці. Святлана, ці здаралася паліць, я не ведаю, у юнацтве там па адной з сябрамі, з сяброўкамі, да? Ці куляеце кілішак на Новы год? Что скажете? Во-первых, мне очень приятно слышать родной язык, но чтобы не... так как я волнуюсь немножко, чтобы не путать белорусские и русские слова в одну кучу, не резать на тросянцы, поэтому я буду говорить по-русски сейчас, мне так чуть-чуть удобнее. Ничего страшного, у нас без экстремизму в этом плане, Светлана, полная свобода. Пробачьте, что перебил. Значит, встреча моя с сигаретами случилась один раз в жизни. Я попробовала лет в 14 это сделать по настоянию друзей, в кавычках. Меня стошнило, если это можно, конечно, впускать в эфир. И можно. Больше мне не хотелось. Поэтому с сигаретами я завязала так же быстро, как и начала. Цікава, мне здаецца, што звычайная першая рэакцыя на першую цыгарэту ў чалавека гэта яго ванітуе, выварочвае наізнанку. І я не разумею, чаму ў выніку людзі працягваюць, як гэта працуе. А што з алкаголем? С алкоголем, так как я профессиональная спортсменка, у меня режим, и алкоголь в нашем спорте это допинг, тем более, потому что по крайней мере, до недавнего времени это считалось допингом. Поэтому с алкоголем у меня также отношения, не очень. На адлегласці. Поэтому... ёсць такія віды спорту, дзе алкаголь, як гэта сказаць, з'яўляецца у пэўнай ступені умовай. Напрыклад, пітанг, ёсць такі спорт, там такія... шары трэба кідаць на адлегласць, на дакладнасць, і кажуць, што крыху выпіць. Это французскі від спорта, там без віна ніяк. Константин, што скажете вы наконт сваіх шкодных звычак? У меня очень богатое прошлое, на самом деле, скрывать не буду. И я рос, так скажем, во дворе, и двор многому чему меня научил. Поэтому, конечно, сигареты были очень рано попробованы мною. И в целом, конечно же, когда-то это казалось и
позиционировалось так, как будто бы это круто. Все кинофильмы, да, мы помним там «Крепкий орешек», какие-то фильмы с Сталлоне, да, когда ребята, актеры красиво это делали в кадре, и мы тоже хотели быть не исключением и, ну, как бы как-то показывать свою крутость. Вот, поэтому сложно сейчас вспомнить, во сколько я первый раз попробовал, но помню, что, наверное, это было еще до 5 класса. Ой-ой-ой. Вот, поэтому, что касается сейчас с сигаретами, ну, я горжусь тем, что вот этим летом, прошлым летом, я полностью закрыл для себя эту историю, и такие были даже какие-то последствия, то есть у меня постоянно был кашель, я не мог, меня всегда першило как бы в горле, и я все равно продолжал курить, я понимал, что это от сигарет, и я перевернул эту историю. Перевернули в сторонку, И ясно. только недавно я вот перестал, может, месяц-два назад я перестал вот, там кашлять, и, то есть, ну, это такая... Бок быў кашаль ад цыгарет, Да. як наступства вы перасталі паліць, і яшчэ как нейкі час ён пераследаваў вас. Да, как ни странно, вот я и закончил где-то вот, наверное, когда вот мы с ребятами собрались в СОС, и вот как-то вот у нас, в принципе, никто из участников, всем известных ребят, никто не курит, да, то есть, и как бы, и я почувствовал, что и мне нету никакой нужды для этого, да, то есть, и я давно это хотел сделать, вот, и сейчас тоже всем желаю того же. Сябры, мы ў жывым эфіры. Можна задаваць пытанні, па-першае, мне, Святлане, Канстанціну, ну, а таксама можна дзяліцца сваімі гісторыямі ўзаемаадносінаў з цыгарэтамі і алкаголем. Складанымі, нескладанымі, як вы спрабавалі кінуць паліць, як вы кінулі паліць, як вы не спрабавалі кінуць паліць, а ўсё гэтая гісторыя працягваецца. Пра ўсё гэта можаце распавядаць сваю матывацыю нам, там, дзе вы бачыце гэты эфір на Ютубе, у Фэйсбуке і ў іншых соцсетках. Заклікі да таго, каб беларусы кінулі піць і паліць, разам са статыстыкай прыбытку бюджэта ад акцызаў, яны, у прынцыпе, гуляюць даволі даўно. В прынцыпе, ад жнівеньскіх падзеяў. Да? Але мне здаецца, што эфекту яны не мелі, таму што ўсё ж такі гэты мільярд долараў бюджэт быў сабраны. І мне здаецца, ёсць нават нейкі рост за 2020 год па прыбытку бюджэта ад акцызаў. Як вы думаеце, ці спрацуе гэта цяпер? Чаму гэта мусіць спрацаваць цяпер? Што новага вы прыдумалі? Константин рвецца ў бой адказваць. Так? Ага, вы хотели у Светланы спросить? Ну, чаму? Давайте. Я у Светланы таксама абавязкова запытаюся. Ну, у Светланы не такое богатое прошлое, поэтому давайте я. Значит, что я хотел сказать по этому поводу, чтобы мы понимали. Придумали мы действительно, я считаю, на мой взгляд, очень интересное движение. Ну, как придумали, да, оно уже давным-давно у нас было, существовало, просто мы хотим, так как мы являемся спортсменами, носители спортивных ценностей каких-то, да, и мы все понимаем, что спортивные ценности это не алкоголь, не сигареты, ни разу, да, не наркотики и так далее. Вот, поэтому здесь немного история о том, что мы это придумали, конечно, немного преувеличено. Что касается вот всех вот этих вот, как сейчас очень любят говорить, политических дел, то, конечно, каким-то образом она пересекается, да, вот с каким-то, значит, вот этим финансовым, да, политическим, как я говорю, вот этими всеми вопросами. Но мы лишь спортсмены, и мы отвечаем конкретно
конкретно за спорт. И мы хотим, чтобы люди, в первую очередь наши граждане, были здоровыми, да, и мы это делаем не на словах, как это делает бывший президент и действующий режим, значит, мы это делаем делом. Вот и все. Все, что я хотел сказать. Поэтому здесь чуть-чуть хотел бы, знаете, разграничить вот эти вот вещи, потому что, ну, фиг его знает, что там придет товарищ майор и скажет, ты тут что тут устраиваешь, и посадит меня в краты. Ну, для гэтага, в прынцыпе, можна нават нічога і не рабіць, а ён усё роўна прыйдзе. Але ладно, будем... Я не будем боюсь, я на самом ножу. деле, да, я не Да. боюсь, я думаю, и в предыдущих эфирах, когда я здесь был, абсолютно как бы четко говорил свою позицию по поводу вот этих людей, если их так можно назвать. Поэтому здесь вот я лишь какие-то вот решил расставить как бы грани. Ну и я думаю, что любой спортсмен как бы поддержит меня и понимает, о чем я. Святлана, як думаеце, што перашкаджала беларусам кінуць піць вось гэтыя паўгода апошнія, ну нават калі іх падштурхоўвалі да гэтага, як бы, ну, хочаце пераменаў, там кідайце піць, паліць, да? Ну і ці ўвогуле здольныя людзі вось праз такую матывацыю, ну, хочаш перамен, змяні сябе, да, адмоўся ад сваіх шкодных звычак, кінуць свае шкодныя звычкі. Ну, во-первых, я считаю, что главная вообще причина, почему люди стали пить еще больше, это, естественно, события в нашей стране. Это невозможно, знаете, без пол-литра спокойно пережить. Многие просто не могут. Угу. Вот, поэтому... Ну как, запить вот это все, вот это, наверное, главная причина. А слабых людей у нас, к сожалению, очень много, которые вот таким способом решают проблемы. Поэтому, я думаю, именно события в стране подталкивают людей к тому, чтобы не бросать пока что вот это все дело. Вот. Но по поводу того, что мы придумали, я думаю, здесь вообще ничего придумывать даже и не надо. И люди, которые хотят бросить, пить, курить, им достаточно просто посмотреть на спортсменов, которые это делают, на тех же наших вот ребят, как они выглядят. Это, по-моему, самое очевидное. Просто хочешь быть таким же, ну, значит, делай то же самое. Как бы делай то, что делают они. Ребята не курят, как уже Костя сказал, с алкоголем тоже там у них все в порядке, поэтому посмотрите на Егора, посмотрите на Константина, на остальных парней, на Васю Хомутовского, и все станет понятно, мне кажется. Девочек я вообще молчу, девчонки все красивые, и я думаю, это тоже именно потому, что мы ведем правильный образ жизни, и привычки у нас тоже правильные. Вот так. Мне здаецца, што яшчэ і каранавірус, канешне, у мінулым годзе дадаў стрэсу людзям і стварыў дадаткова такія сітуацыі, з якіх прасцей было выходзіць, ну, скажем так, з алкаголем. Я гэта ведаю добра па сабе. Сядзіш дома на ўдалёнцы, пайсці баішся куды-небудзь, акрамя там крамы, да, ну, зайшоў у краму, ну што? Півка, ну, хорошо, там, пайшоў дадому, сумна, включыў фільм на ноутбуке і давай себе. Вось, таму, канешне, 2020 год тут не паказальны, магчыма, увесь гэты рост там па акцызах, ён быў створаны ў першай палове, калі людзі запівалі стрэс ад каранавіруса, ну, але, канешне, і дадатковы стрэс ад таго, што адбывалася пазней, ён таксама спрацаваў. Добра, што да кампаніі зборная ЗОЖ? Што будзе гэта? Да? Што трэба рабіць людзям, каб далучыцца да гэтай зборнай? І што яны атрымаюць, як спартоўцы будуць дапамагаць ім развітацца са шкоднымі звычкамі, трымацца. Я чытаў там пра нейкія відэатрэніроўкі, пра стрымы. Ну, як вы гэта, Константин, сабе уяўляеце? Ну, вся информация будет в соцсетях. Я думаю, что
те люди, которые поддерживают нас, они все это будут видеть активно. Естественно, вы, так сказать, также журналисты будете помогать нам освещать это правое дело. Будем. Будем, да? Будем. Да. Поэтому здесь, как говорится, следите за нами. А так, если в двух словах сказать, что это будут разные интересные видеоряды, да, какие-то онлайн-тренировки, пробежки, марафоны, веломарафоны, когда потеплеет, значит, это будет то же самое и в бассейнах, там, не знаю, на озерах и так далее. Поэтому очень много всего интересного, зарядки, значит, будут классные. Мы вспомним тех людей, которых мы уже, наверное, забыли. Это будет и как для молодых, так скажем, начинающих спортсменов. Вот мы уже запустили, и у нас уже идет Академия чемпионов, где наши прославленные спортсмены рассказывают и показывают, значит, какие-то элементы из своего вида спорта, плюс рассказывают психологические вещи, как себя контролировать, как себя настраивать на игры, на матчи. Это все очень полезно, и я, честно говоря, даже немножко завидую тем молодым спортсменам, у которых сейчас есть такая возможность все это. Плюс даже про наших пенсионеров мы не забудем и никогда не забыли. Они у нас супер классные, и понедельники нам это показали, продемонстрировали, какие у нас крутые бабушки, дедушки. Вот сейчас говорю, и у меня прям мурашки идут по коже, потому что на самом деле вспомнил вот все это, и это дорогого стоит. Поэтому и для них будет много всего интересного. Это утренние зарядки. И пока мы все это будем, конечно же, стараться делать в режиме онлайн, на удаленке. Это связано, конечно же, с коронавирусом. Ну и все мы понимаем прекрасно, что сейчас пока у нас как бы это так сказать, пока вот зло у нас руководит, да, и вот здесь вот мы тоже не хотим ни в коем случае наших людей на мины бросать, да, чтобы вот не приходили эти люди в масках, в балаклавах и не дай бог там били. Каб актыўнасць фонда не вылілася ў тое, што можна будзе расцаніць як массовые мероприятия. Да, это любимое, да, вот их до чего они могут, как говорится, к нам. В принципе, да, собрались люди разом на зарадку, умовно кажучи, и что? Да. То есть мы уже на самом деле, если вот я даже уже сейчас вижу, то есть уже люди не выходят с флагами, ничего не делают, просто собираются где-то, их все равно пакуют, их все равно арестовывают, их все равно бьют, с ними все равно разговаривают неподобным образом, поэтому здесь, конечно же, все будем, знаете, постепенно делать и в целях безопасности, потому что это так, к сожалению, есть сегодня. Святлана, вось, больш зразумелыя, мне здаецца, нашым слухачам гульнявыя віды спорту, такія як футбол, баскетбол, гандбол і гэтак далей. У вас стральба. Ці ёсць нейкія лайфхакі, якія дазваляюць менавіта, спецыфічныя такія, з дапамогай якіх вы рыхтуецеся да спаборніцтва, падтрымліваеце сябе у добрай форме. Так, вось уласцівыя менавіта для вашага віда спорта. Магчыма, нейкія практыкаванні для вачэй, там ад зрока ўсё залежыць. Для рук, для пальцаў, так? Смотрите, у нас вообще зрение — это такое себе. То есть можно стрелять и с плохим зрением, ты поставил монокль, и как бы у тебя все хорошо видишь. Вот, больше...
влияет упражнения на координацию я делаю, то есть равновесие, чтобы держать хорошо, вот это вот все, вестибулярный аппарат, все вот это. Тое, на Ну и што плюс, естественно, негатыўна, мне прабачце, нужно... Святлана, уплывае алкаголь. Безумоўна негатыўна. Конечно, конечно. Мгм. Вот, поэтому я и не пью, потому что это все влияет на вестибулярку. Вот, но еще, конечно же, мне нужно быть в форме не только потому, что я девочка, в первую очередь, а не стрелок, хотя наши тренеры думают по-другому. Вот, но и для того, чтобы, в принципе, стоять устойчиво, мне нужны крепкие ноги, мне нужна хорошая осанка, спина, пресс, это все должно меня держать, поэтому все упражнения, которые я делаю, они, в принципе, подходят как для стрельбы, так и для того, чтобы я просто хорошо выглядела. Вот. Поэтому здесь ничего такого прям особенного, кроме как упражнений на координацию, в стрельбе нет. Все то же самое, в принципе. Бег для того, чтобы легкие были хорошими, упражнения на ноги, пресс, спина, руки. Все нужно, все тело должно быть в тонусе для того, чтобы я могла простоять с оружием 1,5 часа на одном месте и попадать при этом в центральную десятку. Вот. То бок, умоўна кажучы, практыкаванні дзеля дзяўчыны, каб добра выглядаць, каб трымаць сябе ў форме, і дзеля спорта высокіх дасягненняў, яны, ў прынцыпе, больш-менш аднолькавыя. Яны на тыя ж самыя групы мышц. Да. І розніца, я не ведаю, у чым тады розніца, у інтэнсіўнасці ці ў колькасці, ці ў вашым выпадку ўвогуле. Разница в том, что мне нельзя делать конкретные какие-то упражнения, допустим, там рывковые какие-то действия, бросать баскетбольный мяч, там вот это вот все мне для стрельбы не подходит. Ну, как бы остальное, да, для того, чтобы держать себя в тонусе. Ну, к тому же я веду тренировки в спортивном зале давно уже, поэтому, ну, это еще тоже я буду транслировать в нашей компании. Вот. Поэтому, да, таких особенных каких-то упражнений нет. Все то же самое. Поэтому мне просто. Я уже в этом варюсь давно. Вы таксама будзеце весці пэўную частку трэніровак, так? Стрымаў? Да. Кто еще будет удельничать? Да. Ну, вообще эту акцию поддержали все свободные спортсмены Беларуси, и как-то эта вся нагрузка там будет, наверное, распределяться на каждого. Ну, то бок, умоўна кажучы, можна будзе наведаць трэніроўку з Леўчанкай, там, напрыклад. В онлайне, да, я думаю, что да, Елена будет активно участвовать. Не думаю, я знаю, что Елена будет принимать участие, и ребята по волейболу, и, наверное, и какие-то индивидуальные виды спорта, боевые, так скажем, искусства. И там на самом деле очень много интересного. Мне самому очень дико хочется заглянуть вперед, что будет. И я уже говорил когда-то, что никогда там не мог представить себе, что вот я там побываю на соревнованиях там по той же стрельбе или по самбо, или, не знаю, вот приду с таким ощущением и желанием вот именно вот прийти, посмотреть, поболеть за ребят, за наших честных спортсменов. Это дорогого стоит. Вот, и поэтому и ребята также приходили, и когда нас еще не исключили там с чемпионата, приходили ребята, оказывали большую поддержку, колоссальная просто, опять же говорю, и вот мурашки по коже, потому что вспоминаю, как это было, и как ребята поддержали, и даже просто команду, в целом дух, это очень, очень помогает на самом деле. Поэтому и наша задача вот, быть вместе, и вот, а сейчас еще и показывать всем людям, что мы действительно вместе, мы с людьми, мы с народом Беларуси, и мы хотим хоть как-то чем-то их вот будни и их вот состояние хоть как-то немножко взбодрить, мотивировать и сказать, что, ребята, все хорошо, мы победим, и мы с вами, мы здесь. Вось я хотел сказать, что складана трансляваць еднасць, калі ўсе онлайн
у сваіх там дамах, не ведаю, са сваімі тэлефонамі, вось, ну, але ў прынцыпе атрымаецца. Можна сказаць, там збярэцца гэтая онлайн-трэніроўка, там 100-200 чалавек, не ведаю, ўсё ж такі будуць разумець, што у розных месцах, але людзі робяць адно і тое ж адначасова, ну, значыцца, ёсць нейкая еднасць. А яшчэ я хацеў сказаць, вось ёсць статыстыка, 48% мужчын у Беларусі, 12% жанчын паляць, амаль 65% мужчын і 42% жанчын перыядычна ўжываюць спіртныя напоі. Вось калі падумаць, то насамрэч менш тых, хто паліць, чым тых, хто не паліць. Тым, хто не паліць, больш. Але немагчыма аб'яднацца вакол нечага, што ты не робіш. Нашмат прасцей аб'яднацца вакол нечага, што ты робіш. І вось курыльшчыкі, яны збіраюцца на курылках, да, размаўляюць за цыгарэткай адзін з адным. І такім чынам падтрымліваюць адно аднаго. А людзі, якія не паляць, ну, яны проста ходзяць па вуліцах міма. Да? І вось тут вось ёсць нейкая такая, ну, хіба тых, хто змагаецца з паленнем, напрыклад. Да? Тыя, хто п'юць, яны збіраюцца разам в барах, в рэстаранах і так далей. Паднімаюць кубкі, там класна праводзяць час. Да? Тыя, хто не п'юць, нідзе не збіраюцца. Іх быццам бы не бачна, іх быццам бы няма. Не ведаю, што з гэтым рабіць, але мне здаецца, што вось у плане дэманстрацыі еднасці гэта нейкі такі важны момент. Я хотел бы добавить здесь вот по поводу сбора, да, я когда еще был курильщиком, это действительно очень сильно влияет на то, что если у тебя в коллективе тоже курят и большинство товарищей, да, и как бы ты всегда выходишь и с кем-то что-то обсуждаешь и куришь, да, поэтому здесь, а вот что делать людям, которые не курят, да, им тоже хочется, вот это вот еще раз доказывает, что обалденный пример для того, чтобы как бы все почувствовали себя вместе и как-то бросали эту... Кидать простей целым коллективом. Конечно, конечно. Точно так же, как и курить. Проще все вместе. Я так и делал на самом деле. Был в одной компании, потом перешел в другую, и все отлично. Неяк вы, Святлана, скептычна так глядзіце на гэта ўсё. Просто бачу па вашым твары. Бачу зараз. Не так просто кинуть палить. Про это думаете, так? Я думаю о том, что не то, что не так просто. Это, допустим, ну, я не знаю даже, с чем это сравнить, потому что я сама... Мне было просто один день, да, это заняло у меня, чтобы начать бросить. Вот. Но вообще, мне кажется, что сложнее найти желание бросить и какую-то для себя мотивацию. Вот для меня, допустим, если бы я сейчас курила, ребята были бы более чем достойным примером, да, потому что, ну, как бы я бы хотела так же. Вот я бы смотрела и думала, что я хочу так же. Поэтому я надеюсь, что найдутся те люди, которые будут смотреть и хотеть так же. И вы знаете, если это будет даже, пускай не 200 человек, а 2, ну, я думаю, это тоже будет какая-то победа, потому что найдутся среди них и молодые люди, которым там не нужно это. Вот, я думаю, до 20, даже если 2 подростка там каких-то бросят курить из-за нас, из-за того, что посмотрят на нас и захотят так же, то это уже будет круто. Ну, мне так кажется. Вот. Калі б яны яшчэ прыйшлі ў спорт, па прыкладзе спартоўцаў і не толькі з беларускага фонда спартовай салідарнасці, а ў прынцыпе ўсіх, гэта было б увогуле выдатна. У нас шмат каментароў насамрэч прыйшло. Частка з гэтых каментатары у нас вельмі такія з'едлівыя. Я бацькі есть? Вядома, ёсць такія, якія пішуць: завязывайте перекур. Это хорошие комментарии, мне нравится. Ну, я, дарэчы, магу за сябе сказаць, што я не палю, алкаголь ужываю крыху, але как это сказать, в меру. Але для таких, як я, ёсць каментары ў Фейсбуке, і тут пишуць:
Если не стесняясь сказать правду, что регулярное употребление пива бьет по потенции, мужики задумаются. Мужики, задумайтесь. Ну, я не знаю. У меня 3 детей, я свою миссию выполнил, поэтому... А теперь со спокойным сумлением Да. можно выпить пивка вечером. Это была не пропаганда алкоголю, хотя, Это до речі, жарт. гэта жарт, да, хаця, дарэчы, наколькі я разумею, прапаганда алкаголю ў Беларусі не забароненая. Усе шмат кажуць пра прапаганду нейкіх іншых рэчаў, а вось алкаголь, ён можна нават там-сям пад іншым соусам і выглядам рэкламаваць. Што яшчэ нам пішуць у каментарах? Ёсць наезды на Віцязь, натуральна. Пішуць, што ваша каманда мае рэпутацыю самай п'ющай і курящай гандбольнай каманды Беларусі. Як вы гэта пракаментуеце? Ну, я не ведаю. У гандбольных варунках не разбіраюся, але ёсць увогуле рэйтынг гандбольных команд по петушчасці і колькости дыма Да, ими. ну, здесь это профессиональный спорт, и сложно что-то сказать. Мы сейчас что обсуждаем? ЗОЖ или гандбольный клуб «Витязь»? Если говорить конкретно об этом клубе, то, конечно же, никто из нас тут не святоша, и все понимают, что спорт и спортсмены как бы употребляют алкоголь, там многие курят. Ну, кому-то это просто не мешает, и он делает свое дело как бы нормально. Но если мы говорим конкретно о оздоровлении, так скажем, нации, и сами спортсмены, те, которые пропагандируют здоровый образ жизни, ведут себя именно так, то все нормально. Сейчас всем добра, все будут здоровые, и «Витязь» также подключится к этой компании, и все свои дурные привычки и бросит, и будет с народом, как он это сделал когда-то. Все прекрасно знают нашу историю. Угу. А яшчэ тут раскалупваюць ініцыятыву і шукаюць у яе хібы, хаця здавалася б, якія хібы можна знайсці у заклікі кінуць піць і паліць, да? Калі да вашых парадаў прыслухаюцца людзі масава пра цыгарэты і алкаголь, медыцынскі бюджэт вызваліцца і будзе выкарыстаны на нешта іншае, на іншыя запатрабаваныя напрамкі. Хаця і прапаноўваеце нешта пазітыўнае, усё ж такі падтрымаеце дзеючую ўладу. Ну, то бок я разумею, што грошай з акцызаў стане менш, зато можна будзе медыцынскі бюджэт перанакіраваць на сілавікоў. Ну, мне здаецца, што это так не працуе, калі шчыра. Ну, это такое, знаете, это какое-то субъективное мнение. Медыцынскі бюджет, мне здаецца, ўсё ж такі застанецца ў медыцыне. Магчыма, мне кажется, у нас настолько много проблем и людей, которые нездоровые, да, и после выборов многие просто покалеченные и инвалиды остались, да, то есть там работы очень много еще, на жаль. Я п'ю толькі на свята, слабаалкагольныя напоі, вельмі рэдка палю са школы, кідаў на год, але кіну неўзабаве назаўжды. Вось наш чалавек. Ну, прыйшоў у каментары. Наш сярод не нашых. Респект. Іншы каментар абсолютно супрацьлеглы, піць буду, а курить не брошу. Ну, это советская такая прымаўка. Да? Ну, когда-то наш, так скажем, всеми любимый Михаил Жванецкий говорил о том, что кто я такой, чтобы не пить, да, то есть не пьющий человек – это редкостная гнида. Опять же, ребята, это дело каждого. Здесь абсолютная, значит, инициатива и демократия, да, мы никого не заставляем это делать. И если вы просто хотите быть рядом, делать с нами какую-то зарядку, то, конечно же, мы только за. Мы просто покажем сами себе, да, мы уже не обращаем внимания на вот это, вот, не знаю, как это прям, честно, всегда путаюсь, как вот называть человека, который сейчас там вот во дворце сидит, как людей, которые рядом. Человек, який сидит в палаце. Да, да. Нормально. Вот это даже не для них, это в первую очередь для нас, чтобы мы сами увидели, что мы нация, что мы вместе, что мы рядом друг с другом. Вот и все. Если у кого-то получится бросить курить,
значит, ну, и там употреблять алкоголь, ну, значит, мы на правильном пути, значит, мы все правильно делаем. Ну, вот. Мы объединяем народ, объединяем нацию, пытаемся сделать это, а не просто говорить. Вот и все. І ёсць група каментароў цэлая. Я думаю, што мы на іх абмеркаванні скончым, таму што мы ўжо амаль 35 хвілінаў у эфіры. Мне здаецца, за гэты час мы патлумачылі ўсім і матывацыю, і тое, што трэба адмаўляцца і гэтак далей. Але ёсць група каментароў, у якіх людзі не бачаць сувязі паміж тым, каб кінуць паліць, ну і нейкай палітычнай барацьбой. Да, маўляў, як тое, што мы кінем паліць і курыць, падтрымае змагароў, да, падтрымае змаганне, падтрымае перамены. Ну, типа, вось такая у вас рэвалюцыя, хлопцы, якая заключаецца не ў тым, каб рэальна змагацца, да, а кідаць, піць, паліць і рабіць зарадку. Ну, што я магу сказаць? Пытанні яны такія законныя, як бы, таму што людзі, канешне, цяпер яны крыху расчараваныя тым, што паўгода ўжо адбываецца, гэта ўсё ніяк не можа скончыцца ні ў той, ні ў іншы бок. Але мне здаецца, што ад таго, што нехта, як сказала Святлана, знойдзе ў сабе сілы хаця б 2 чалавекі, хаця б 2 падлеткі якія-небудзь, і пад заклікам, пад уздзеяннем Беларускага фонда спартовай салідарнасці кіне піць, паліць, ці проста піць, ці проста паліць, пачне ўдзельнічаць у трэніроўках, пачне займацца сабой, каму ад гэтага стане горш? Конечно, я хочу просто сказать тем людям, человеку, который пишет о том, что, ребят, мы как бы спортсмены, и мы, когда вообще приходили первый раз сюда к вам и говорили о том, что мы консолидируемся и вокруг именно спортсменов, вокруг спорта, мы хотим как бы нести спорт. Вот. Дальше индивидуально каждый из нас может быть солидарен с кем угодно, с любым там политиком и, не знаю, каким-то деятелем. Это уже дело каждого. Но мы, так скажем, если так можно назвать, в кавычках, отвечаем за спорт. Вот и мы хотим концентрироваться вокруг этого, так как мы всю жизнь, я, допустим, там с 10 лет занимаюсь спортом, ну, как бы занимаюсь своим видом спорта. И вот как я пошел в этом направлении, вот уже 25 лет, я знаю только это. Поэтому вот этим я могу быть чем-то, наверное, полезен. Если хоть, как мы уже говорили, один человек присоединится и бросит это дурные привычки, ну, то и здорово. Супер. Так. Алкоголь и сигареты мы оставим кому? Ебатькам и людям в масках и всем представителям действующего режима. Так что пейте, курите. Мне здаецца, людзі в масках яны не могуць. Ну, вот пускай это мы вот это отдадим, пускай маска. Ну, в балаклавах, вот. Ну, в балаклавах, я і маю на увазе, там, мне здаецца, у рэдкіх балаклавах ёсць тут прорезі, але ладно, гэта ўжо, канешне, так, назіранне жыцця сучаснай Когда-то же они ее снимают. Дарэчы, бачыў я класны мульцік, там прыходзіць вось гэты чалавек у балаклаве дадому, і здымае не балаклаву, а вочы, вось так, здымае себе, застаецца просто чорная. Вось, ну, але гэта ўжо таксама лірыка. Дзякуй, сябры, што слухалі наш эфір, дзякуй тым, хто далучыўся да гэтага стрыму, а гэта, я нагадаю, стралок Святлана Шчарбацевіч і трэнер гандбольнага клуба «Віцязь» Константин Яковлев. Кідайце піць, кідайце паліць, далучайцеся да трэніровак, далучайцеся да зборнай ЗОЖ, якую запачаткаваў сёння Беларускі фонд спартовай салідарнасці, і будзем усе разам не толькі свабоднымі калі-небудзь, але і здаровымі ўжо ад сёння. Павел Свярдлоў працаваў для вас на гэтым стрыме. Да пабачэння, Константин, да пабачэння, Святлана. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Сустрэнемся на хвалях Еўрарадыё.